Я танцевала ее до этого, ну, не один раз, конечно, потому что это был один из моих первых спектаклей, который я приготовила в театре. И вообще этот выбор был для меня неожиданным и странным. То есть я, конечно, и предположить не могла, что если он приедет, то будет танцевать со мной. То есть были балерины, которые были более опытные и, наверное, более ему знакомые и близкие. Так что почему он такой выбор сделал, это для меня до сих пор загадка. Вот. Ну, не знаю. Я, конечно, когда узнала, то, с одной стороны, первый, конечно, был страх. Это даже была не радость от того, что мне выпала такая вообще участь, а просто страх, потому что я понимала, что как это я буду с ним танцевать. То есть я вообще не знала, что мне даже делать. И жутко волновалась до его даже появления. Я даже вообще не знала, как себя вести на репетиции, как он себя поведет. Потому что для нас это было просто звезда недосягаемая. Меня, правда, так педагог мой успокаивала. Она говорила, ну не волнуйся, будешь нормально, будете работать, там что-то выясните, чтобы у вас там совпадал порядок, там движений. Вот. Но я все равно, конечно, волновалась. Но когда он пришел, то все сразу стало спокойно. То есть он, конечно, вел себя так немножко эпатажно, как и вообще любил. Но у них были очень такие теплые отношения вот с моим педагогом. Они все время шутили, и оба такие они шутники и хохмачи, и, в общем, все время как-то друг друга подкалывали. Поэтому репетиции проходили в совершенно спокойной, такой доброжелательной обстановке. Они там что-то вспоминали, какие-то у них там возникали свои там какие-то воспоминания, но со мной он был очень корректно себя вел, показывал мне очень много сам, то есть он даже больше не сам репетировал, а репетировал со мной. Показал мне немножко по-другому порядок, там какое-то чуть-чуть движения другие. Мне, конечно, очень понравилось, потому что, ну, у нас танцевали так, а он мне какие-то показывал мелочи, которые мне, конечно, я потом их так и оставила и дальше, естественно, когда уже танцевала с другими партнерами. Очень внимательно, все вот прямо, каждый пальчик, каждую там ножку, а здесь вот так требовал какие-то вещи, которые мне, в общем, тоже очень понравились. То есть он, такие профессиональные моменты были такие интересные, потому что у нас еще до этого как-то не доходило. Ну, он, конечно, понятно, что у них более требования там к позициям, такие более точные, более какие-то музыкально абсолютно. Вроде мне всегда казалось, что я музыкальная и танцую в музыку, но он просил какие-то акценты вот прям делать обязательно. Сам репетировал не так много, у него болело колено, и он все время останавливался, так вроде и подшучивал, что вот там как-то он копыта мое, говорит, копыта все время, да. Вот. Но на репетициях, конечно, даже понятно было, что все равно он труженик, вот, несмотря на свою болезнь, он плохо себя чувствовал, это было видно, он так как-то потел, и, в общем, ну, тяжело ему было. Но понятно было, что он такой труженик, он 100 раз вставал, все пробовал какой-то пируэт, там всю какую-то ногу там выворачивал. В общем, понятно было, что раньше, конечно, он, наверное, вообще из зала не выходил и добивался все большим